утро, 3 марта, среда на календаре. В студии Екатерина Данилова. Сегодня на улицах завоют сирены. В республике проверят систему оповещения населения. В 10:40 и в 11 часов прозвучит предупредительный сигнал «Внимание всем!». Госкомитет Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям просит жителей республики во время работы сирен сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий. В Чувашии появится чат-бот для записи детей в 1 класс. Пилотный проект планируют запустить к началу приема заявлений. Виртуальный ассистент в автоматическом режиме будет отвечать на самые распространенные вопросы, связанные с поступлением детей в школу. По словам министра цифрового развития Чувашии Кристины Майниной, чат-бот будет работать 24 часа в сутки. Напомню, в этом году прием заявлений стартует 1 апреля. В Чувашии продолжают выбирать название для второго судна на подводных крыльях «Валдай». Предложить свой вариант может каждый желающий на портале «Народный контроль» до 4 марта. Главное условие, чтобы название уже не числилось в реестре речных судов. Всего в Чувашию прибудут 3 «Валдая». На их покупку региону из федерального бюджета было выделено 330 миллионов рублей. Напомню, первый «Валдай» выйдет уже в предстоящую навигацию и будет курсировать до Казани. В Чебоксарах прошел мастер-класс по вокальному искусству. Его провела оперная певица, заслуженная артистка России Татьяна Печникова. Татьяна Печникова обучает вокальному искусству студентов Российской академии музыки имени Гнесиных. В столице Чувашии она решила поделиться своими профессиональными секретами с учащимися Чебоксарского музучилища. Будущие оперные исполнители долго не хотели отпускать педагога, задавали вопросы, демонстрировали свои вокальные данные и запоминали ее советы. То есть вот этими мышцами, которые ты удерживаешь, ты их задержала и немножко вперед повела этими мышцами, чтобы голос отсюда лился. Очень много полезного узнала, как расслабиться, как пустить звук, куда вот поступать, куда идти. Очень много. Вот великолепный человек, она очень много прям рассказала, открыла глаза, можно так сказать. В свой следующий приезд Татьяна Печникова пообещала снова встретиться с чебоксарскими студентами. В Чувашском государственном университете прошла Олимпиада «Надежда электротехники Чувашии». Финалистами стали около 300 учащихся 9-11 классов, выпускники техникумов и колледжей из разных регионов страны. Во Дворце культуры ЧГУ участники Олимпиады представили свои проекты. Здесь и очки виртуальной реальности, и робот Swift в формате 3D, и дроны. Конкурсанты в течение 3 часов выполняли задания по математике и физике. Победители и призеры Олимпиады смогут заключить договоры с партнерами конкурса, а также при поступлении в ЧГУ получать дополнительную стипендию все время обучения в университете. Таковы вести к этому часу. Следите за развитием событий в республике вместе с нами.